Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim. Badai nama Madan, nama Nidau kata Suwasai nama Madan. Jidasa nama Keha. Bandis Khalid atau Sesan Mata. Pakada terjadi mati dongki. Mati nak dongki abu sawosa. Turistor bisa angkat dengan bayang. Usted bien el fútbol de aquí de Abosa. Kaina bakana nazigo ma. Уважаемые гости, в целях защиты от распространения коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и для вашей безопасности пассажиры канатной дороги Мисхор-Альпетри обязаны использовать средства индивидуальной защиты маски, которые разрешается снимать в течение всего пути и во время пребывания на станциях. Обратите внимание, что правильно надетая маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос, рот и подбородок, а вшитое крепление маски должно прилегать к крыльям носа. Не дотрагивайтесь до наружного слоя маски руками, меняйте ее как у взрослых. Вы можете взять детей на руки или поставить их на сиденье на колени. Канатная дорога Мисхор-Альпетри связывает побережье и плато Альпетри. При этом, отправляясь в путешествие, стоит учитывать, что между нижней и верхней на 10 градусов холоднее, чем на побережье. Канатная дорога Мисхор-Альпетри является уникальной, самых популярных и посещаемых туристических объектов на полуострове. В 2013 году по итогам народного голосования канатная дорога Мисхор-Альпетри была включена в 7 современных чудес Крыма. Канатная дорога состоит из 2 участков. Сейчас вы передвигаетесь по нижнему ее участку Сосновый-Бор, где состоится пересадка. Расстояние этого участка 1310 метров. Между станциями канаты поддерживают 2 опоры. Канатная дорога Мисхор-Альпетри относительными и надежными. Как правило, такие средства передвижения используют в местах с очень сложным горным рельефом, глубокими оврагами и большими перепадами высот. На каждом из участков перемещаются по 2 вагона. Они синхронно движутся навстречу друг другу и встречаются строго посередине. Обычно на нижнем участке вагоны передвигаются со скоростью 6 метров в секунду. Но в ветреные дни операторы предусмотрительно замедляют их ход в районе опор. После прохождения опор кабина вновь набирает рабочий ход. Стоит заметить, что вагоны на канатной дороге Мисхор-Альпетри тоже особенные. Они до сих пор сохранили свой первоначальный вид. Это обусловлено не только их исторической ценностью, но и техническими требованиями самой канатной дороги. Однако при этом ежегодно все вагоны проходят полное техническое обслуживание в специализированной автомастерской, а их желтый цвет помогает операторам, контролирующим работу канатной дороги, более четко видеть кабину или туман. По мере того, как вагон плавно парит над южным берегом Крыма, взору путешественников постепенно открываются виды побережья. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше открывается море, а жилую застройку сменяют виноградники. Во время своего пути по нижнему участку вагон пересекает одну из главных транспортных магистралей южного берега Крыма, которая соединяет Ялту и Севастополь. Примечательно, что изначально этот путь планировался для железной дороги. Идея пустить электропоезда вдоль побережья зародилась еще в начале прошлого века. Над ее реализацией ломали голову многие инженеры и проектировщики, и даже были выполнены определенные изыскания. Однако в 60-х годах прошлого столетия было принято решение связать эти города автомобильным шоссе, движение по которому началось в 1972 году.
Теперь это Навальдон автодорога закрыта H19, общей А протяженностью Навальдон почти был в троллейбус. Но и этот проект так и не был реализован. Эту красивую Хайна перешат какадан адивашистен. Шудиодан хавома керабанди бадар. которые выстроились в ровные ряды, словно часовые. Однако постепенно вагон набирает рабочий ход и словно взмывает вверх, оставляя далеко внизу частокол деревьев, который превращается в пушистый. Конечная точка путешествия – гора Альпы. Однако стоит заметить, что эти скалы, которые ждут вас впереди, так же необычны и удивительны, как и сама канатная дорога. Вершина Айпетри – это не просто местная достопримечательность, это бывший коралловый риф. Дело в том, что около 200 миллионов лет назад вся территория Крыма была покрыта глубинами Древнего океана Тетис. Перемещаясь, континенты медленно вытесняли океан, но постепенно опускалась, увеличивая площадь суши и создавая новое мелководье, в условиях которого снова и снова нарастали кораллы. Так возник этот мощный коралловый риф. Теперь он стал неотъемлемой частью суши, Крымских гор и украшением южного берега Крыма. Построен по такому же майскому принципу, что и ровно на середине пути наш вагон встречается с вагоном, идущим в противоположном направлении, от верхней станции к средней. Обратите внимание на его скорость. Кажется, что он проносится мимо, но на самом деле он движется с такой же скоростью, что и этот вагон. 8 метров в секунду. Еще хуже называют хранительницей истории. Самый длительный срок на острове Могильной Справа по ходу движения хорошо просматривается живописная конусообразная уши вулкана, но это всего лишь миф. Магомед, так же как и окружающее поле, полностью состоит из известняка. За углом побережья виден Аюкат, знаменитая гора Медведь. По сути говоря, во время путешествия по канатной дороге можно увидеть практически всю большую яхту. А слева хорошо просматривается знаменитая корона южного берега Крыма. Они состоят из 4 крупных до 15 метров и множества мелких пиков и являются результатом процесса выветривания. Благодаря своей выразительности и узнаваемости айпетринские зубцы стали одним из символов южного берега Крыма. Их очертания нередко можно увидеть на фотографиях и даже картинах знаменитых художников. Обратите внимание, при входе в станцию угол подъема каната по отношению к скале составляет 46 градусов. Кажется, что вагон вот-вот коснется каменистого склона. Наше путешествие подходит к завершению. Выход будет в левой двери по ходу движения вагончика. Сказал,